регламентировано было. Все очень четко. С одной стороны, это, конечно, сужало границы творчества. С другой стороны, если ты получал хорошее образование, а здесь, в Якутии, я же с детства вертелся во всех этих сферах. Все учились или в Москве, или в Петербурге, в Ленинграде тогда. Проходили через местное училище. То есть там школа была очень сильная. Я потом, когда приехал, в других городах был, в том же Новосибирске, в Москве, там в этом отношении очень разношерстные были художественные компании. Но это освобождало, может, творческую мысль, а тут это вводило в рамки, но делало очень строгую академическую школу, без которой тоже нельзя. В частности, вот папа учился в Суриковском институте. Большинство его ровесников училось или в Академии художеств в Петербурге, в Ленинграде, или в Суриковском, или как Валерьян Васильев в Строгановке. То есть вот это становление происходило через многоступенчатую школу. Тогда, в советское время, по крайней мере, здесь, в Якутии. Вот. И был очень такой скрупулезный отбор на выставки, потому что тоже многоступенчатый. Сперва местный выставком из более-менее таких именитых художников, потом уже центральный выставком, если это российская выставка, или дальневосточный выставком, если это зональная выставка. То есть такое многоступенчатое сито. Это, конечно, профессиональный уровень повышало, но очень сужало тематические рамки. То есть выскочить за пределы там определенных тем, это уже как-то не считалось возможным. Осенью будет выставка, Союз художников грант выиграл. На тему якутского языка, изобразительное искусство. Но я подал заявку. У меня 5 таких работ. «След дождя» называется. «Кто я, что я?» Сахалы. То есть как бы попытка идентификации. И они так идут, все 5 работ, и в одну линию. А может, я крестом повешу. И на 4 текст по-якутски идет. Тохпану Киммини. А на одной работе «Кто я, что я, нючелы». Все равно находились люди, которые выходили за рамки за счет своего таланта. Потому что я считаю, что тот же Валерьян Васильев, который, вроде он такой чистый реалист, но все равно формальные поиски были, если смотреть на его выставках, как было. Я имею в виду среди наших художников. Тот же Юрий Ватяков, тот же Мунхалов в лучших своих работах. Они все равно выходили за рамки какого-то такого узкого соцреализма. А потом, когда я поехал в Москву, я увидел, сперва в Новосибирске был очень известный художник Николай Грицук. Но его знали все в стране. Папа хорошо его знал. Но он, несмотря на то, что он был авангардный очень художник, он был одно время даже председателем Союза художников Новосибирска. Потому что чем больше талант, тем шире твои рамки, и тем меньше тебе препон могут поставить. Если это, конечно, там не выставка «Мозг», когда многие же были напуганы, не помню, 60 какой-то год, 30-летие «Мозга», по-моему, 61-й год, 62-й, когда Хрущев разгромил в Манеже выставку. Хотя это все художники первого плана. Тот же Эрнст неизвестный Павел Никонов, Фальк Роберт. То есть был такой диктат иногда, если очень пристальное внимание уделяла, скажем, верхушка партийного руководства, это было плохо. Кто-то входил в это русло. Были художники, которые, в общем, никогда не выходили, всегда были обласканы. Партийного руководства? Да, не эстетического? Конечно, чисто партийного, потому что на самом деле нельзя было там. А эстетическое это, как правило, вступало все равно в конфликт с партийным, в любом случае. Поэтому становление самое разное было, конечно. Но очень многие художники, тем не менее, проходили через это сито и оставались верны себе. Но это целый мир, это, в общем-то, личное пространство.
Вот ты сейчас здесь сидишь, а здесь мало кто бывает у меня. На самом деле я уже в том возрасте, когда вот, по молодости это мы ходили по мастерским, там такие толпы собирались у людей. Мы даже не думали, что мы там мешаем какому-то художнику. Все, приходили к нему, там могли целыми днями проводить. Ну и, соответственно, там веселье сопровождалось его возлияниями. Всякое бывало. Вот. А теперь я понимаю, что на самом деле это вот абсолютно личное пространство, в которое ты не пускаешь всех подряд. Оно для тебя. То есть, вот, скажем, даже супруга моя, вот она очень умная женщина. Она никогда сюда не приходит, если сами ей не говорю, что давай пойдем посмотрим. То есть вот так, чтобы прийти, ну, потому что в квартире мы же вместе живем. То есть, казалось бы, там уже тем более 20 лет уже прошло, как мы живем вместе, больше 20 лет. Тем не менее, вот как я вот в 2015 году эту мастерскую сделал, она считанные разы здесь была. И то предварительно позвонив, можно я приду или что-то. То есть человек понимает уже, что это пространство, которое принадлежит мне. Потому что до этого, когда я приехал в Якутск, я же больше 10 лет работал дома. А это совсем не то. Хотя у меня там было рабочее место, в комнате, все там, мы вдвоем живем. В общем, всегда можно выделить рабочее место. Но тем не менее, когда ты же работаешь там, где вот ешь, спишь, совсем не то. Более того, некоторые мои друзья вот из Новосибирска считают, что мастерская должна находиться далеко от дома. Чтобы пока ты доехал, ты настроился бы на это. Но насчет дуализма якутской культуры, о которой ты там, кстати, тоже вопрос задаешь. Это портреты 3 известнейших шаманов Якутии по горизонтали. Но они в своих камланиях, на своих одеяниях цепляли тоже, уже тогда христианство же пришло, после 17 века, такие условные изображения главного святителя Николая Угодника, ну и самого Христа. То есть это вот просто увеличенные модельки, а на самом деле они такие были выдавленные из металла и висели у них на на костюмах, да. И потом я тут текст вырежу, текст из Апокалипсиса Иоанна Крестителя. Не Апокалипсиса, даже слова Иоанна Богослова из Библии. Вот она переведена на якутский язык. Вот и начал, сейчас еще не закончил. Таптыром энкоан халабуру батыма. Ну и так далее. Мастерская должна находиться далеко от дома. Чтобы пока ты доехал, ты настроился бы на это. И, соответственно, уже приехал со своим настроением другим, не бытовым. А у меня дом через дорогу. Но меня это не мешает, потому что если зимой у нас там в 45-градусный мороз, то я лучше приду в близлежащее помещение, чем куда-то ехать. Вот. Поэтому, конечно, в этом отношении грех жаловаться. Мастерская хорошая, небольшая, но она как раз устраивает меня. И по расположению, и по своему удобству. И потом я ее сделал под себя, это как шкурка такая тоже. Ты же все делаешь под себя. Вот это все, весь интерьер я выстроил сам. Все столы, все это я, ну, за исключением вот этого стола, конечно, и мольберта, я сделал сам. Стеллажи, причем в одиночку. Будучи уже не совсем молодым человеком, я умудрился вот эти щиты поднимать, ровно их выставлять. Сейчас думаю, как это я сумел вообще. Но ты потом поснимаешь так отдельно. Вот. А хорошие воспоминания были, когда вы рассказывали о мастерской Валериана, вот когда мы передачу делали там. Но это не столько мастерская, у него же тоже вначале не было мастерской. Вы так интересно рассказывали. Да, но это я было... просто сейчас вспоминаю, вы говорили, все в порядке, я смотрю, там все в порядке, и запах табака, и свет сейчас есть, причем запах хорошего табака. Валериан всегда курил крепкие сигареты, там, без фильтра.
фактически не выпускал изо рта. Но это был начальный период, когда он, я так понимаю, только приехал сюда, у него еще не было своей мастерской, поэтому он в доме ему выделил себе место. А квартирки-то небольшие были, там мастерская это где-то треть моей. Но так все организовано было. Я же рассказывал, да, что там тоже явно самодельные. Ну, он же мебельщик, он все сам сделал. И табуреты, там, и стеллажи, и полочки, все у него разложено, все это. Все штихеля стоят по местам, по каким надо. Единственное, что, конечно, там станок печатный не поместить было, поэтому там линогравюры еще можно было делать. Вот, поэтому они все же начинались с линогравюр, на эстампы позже перешли. Поэтому, да, это подсознательно, наверное. Вот у отца моего тоже в мастерской был всегда очень большой порядок. И он тоже все сделал своими руками. У него мастерская раза в 3 больше моей была. Вот. Сейчас там, кстати, гостиница в этом помещении. То есть туда поместилась целая гостиница, ну, мини-гостиница, но тем не менее. Раньше папа там работал один. До этого, когда мастерская у него была вот на проспекте, ну, в доме художника, который сейчас в аварийном состоянии, там тоже у него всегда был полный порядок. Всегда у него были зонирования четкие. Там стоял стеллаж, верстак, столярные инструменты. Сам варил клей, проклеивал холст, строгал подрамники. Там у него было большое пространство отдельное со стеллажами для картин и большое пространство, где стоял мольберт, и вот он там, 2 мольберта у него было. И вот он там писал как раз, кстати, вот «Седой Вилюй», который мне очень нравится. Это первая крупная работа, которую вот отец сознательно позвал всех родственников, ну, детей, жену, чтобы посмотрели. Я тогда поразился, подумал, что ничего себе, папа у меня какие большие работы пишет, ну, триптих. Это вам сколько лет было? Ну, это 66-й, 67-й, но мне лет 10-12, вот так где-то было. Ну, я до этого приходил, конечно, видел всякие картины у него. Но вот именно «Седой Вилюй», как самый тогда крупный вот такой масштабный проект, запал в голову. Вон потом можешь сфотографировать, это вот я. Есть же знаменитая его картина «Борцы». Он ее писал на даче. Вот. Тоже это конец 60-х годов, по-моему. И перед тем, как придут вот все эти Петр Неустроев, Алкивиад Иванов, там другие, сколько их там стоит, человек 5, по-моему, борцов, он прежде разминался на мне, ставил меня одевал лавки, ставил на эту поляну, чисто зеленый фон такой. Потом приходили они, он их писал по отдельности, потом группировал. В общем, это тоже картина писалась на моих глазах. А вот это вот наверху, видишь, лежащая женщина, это вот как раз этюд к его картине «Изгнание шамана», его дипломная работа. Это мама моя лежит, он ее как натурщицу использовал, больная. Там же такой сюжет, что, значит, приходит русский врач, женщина, и стоит такой беспомощный шаман, которого, в общем, современная медицина победила. Ну, вот это вот как раз, что называется, в духе того времени, да? Потом, когда пришли другие времена, кто-то ему сказал, что, Афанасий, вам пора писать картину «Возвращение шамана». Вот, дальше. Вот так. На полянке поставил меня, а потом через много лет на одной из выставок здесь, в этом музее «Россия. Моя история», была такая выставка молодых художников, художниц в основном, «Светуарий» называлась, которая работала со светом, с такими инсталляциями световыми. И мы с женой пошли, она меня сфотографировала. А потом я смотрю, поза примерно такая же абсолютно. Ну, то есть однажды, много лет спустя, один и тот же, в общем, человек. Вот. Лена Васильева знает, чья это работа, я забыл. Это мой небольшой иконостас моих предков. Не всех, конечно. В основном, ну, в общем, по маминой линии. Это вот мой дядя, родной брат моей мамы, лейтенант Дьяконов Борис Федорович. Он в 1942 году погиб
под Ленинградом. Это вот его похоронка, оригинал ее у меня есть. Похоронку, значит, получили 2 сентября 1942 года, а убит он был 10 мая 1942 года под Ленинградом в деревне Новые Ключи. Бабушка потом через много лет ездила на то место, и там была братская могила, ну, наверное, сейчас есть, на которой выбита фамилия лейтенант Дьяконов. Но он и на мемориале солдаты Тоймады, который я тоже делал в коллективе. Я потому, собственно, и взялся, потому что там была фамилия, она есть фамилия моего дяди. Там все призванные из якутского военкомата. Молодым совсем парнем умер, погиб вернее. В честь него меня и назвали Борисом. Это моя прабабушка Ефимова в девичестве Новгородова, из верхоянских купцов. Это она же с моей тетушкой на коленях. Ну, это какая-то постановочная фотография в студии явно. Вот. Это мой дед. Когда он учился в реальном училище, вот дедушка в центре. А это вот знаменитый создатель общества Сахаамук Говоров. Илья Чеевич, к сожалению, забыл, но если что, ты вспомнишь теперь. Он и был его преподавателем. Смотри, какой современный мужчина, да? Это вот 900-е годы, начало 20 века. Вот так он выглядел колоритно с учениками. А это моя бабушка в женской гимназии училась. Вот она единственная якутка здесь из всех. Вот. То есть они уже в городе жили в то время. Дедушка потом учился в Петровско-Разумовской академии. Его сестра вышла замуж за Лепчикова, Феврония. Он, значит, у нас Федор Григорьевич, Феврония Григорьевна Лепчикова, и она фактически спонсировала брата, учебу брата. Петровско-Разумовской академии в Москве. И вот он, когда был на 3-м курсе, это вот 14-й год наступил, началась Первая мировая война, и он, будучи большим патриотом, пошел, значит, записываться в армию, а инородцев не брали. И он очень обиделся. А я подумал, что если бы его взяли на эту войну, то, может быть, и не было бы нас никого. Убили бы и все. Ну, то есть тогда такая политика у царя была, ну, у царского государства, что инородцев, в том числе якуты, они на фронт как бы не призывались. А это просто для настроения фотографии какого-то очень известного фотографа, я забыл. «Северные детки». На этого смотрю, у меня просто настроение каждый день улучшается, когда я сюда прихожу. Все едят конфетки, при этом заметь, что все съели, но этот еще не съел. А этот тоже, видишь, только разворачивает лицо такое. Но это известная фотография. «Сай» называется. Это работа, скажем, по мотивам Кафки. Страхи маленького человека. Тогда же я вот эту вот маску, автопортрет сделал. Гораздо позже вот это написано, но она такая, тоже скорее, я бы сказал, политическая. «Восток-Запад» называется. То есть вот как бы это парафраз отцовской работы, я соединил его момские виды и в то же время монгольский всадник. Вот. Монгольский всадник с вооружением, с арканом, со стрелами, с луком. И они как бы нависают над уже довольно таким... Это Версаль, который уже гибнет, как бы. И, соответственно, масштабы специально изменены, то есть западный мир, он как бы превращается в садик, а восточный мир, он во всей своей дикости, в то же время красоте доминирует. Это работа на смерть отца. Это фактически я с натуры сделал, это последние дни
последние вздохи папы в гериатрической больнице, я при этом присутствовал. Он уже впал в бессознательное состояние, уже почти не походил на себя. Но это погружение в вечность. Ну, это вот размышление на тему собственной старости, которая придет, которая уже пришла, но она еще не до конца. То есть вот эти вот рисунки, они я сегодня, я завтра, я, который уже исчезает, я, которого нет, и природа, которая, в общем-то, вечно возникает вместо одного определенного человека. Это из серии «Темная материя». Есть такое в астрономии понятие «темная материя», знаешь же, наверное. То есть непознаваемая, до сих пор не познанная учеными современными. Что это такое? Она заполняет в основном все пространство Вселенной, кажется. А в моей интерпретации это как бы человек, каждый отдельный человек — это тоже темная материя. То есть он непознаваем до конца, и он сам себя познать не может. Поэтому он как бы сделан, ну, это в виде такого вот галактическое изображение, на фоне которого там, скажем, Луна и Земля пролетают. То есть каждый отдельный человек, он большей планеты в своем внутреннем мире. Это рисунок, который папа делал тоже. Я подросток. Вот отец среди своих сокурсников. Это уже, по-моему, первый или второй курс Суриковского института. Папа был старостой курса, а вот этот парень, комсорг курса, в будущем стал знаменитым Ворошиловым, создателем программы «Что, где, когда». Он художником получается? Да, он был графиком. Они на разных отделениях учились, остальных я, правда, не знаю. Вот. Но, тем не менее, вот актив курса сидит и собрался, видимо, обсуждать дела текущие. Он тогда был Колманович, потом стал Ворошиловым. Там я побывал. Ты же не был там на выставке? Ну, там Артамонов и Прокопьев в Комдрагмете. Тебя я там не видел. Вот там Прокопьев, он же крутой у нас парень, скульптор. Семен? Семен. Да, знаю, Артамонова фотографировал. Ну, а этот скульптор-то вообще такого, я бы сказал, международного класса. Вот. И мне, значит, мой товарищ, новосибирский художник, я ему фотки переслал, пишет. А сам он там самый крупный художник новосибирский сейчас. Вот он мне подарил свой альбом тут. Боря, огромное спасибо за фото. Замечательный художник. У нас таких скульпторов уже нет, к сожалению. Он молодчина, берегите его. Я написал, что ему 75 лет. Приятно было посмотреть его работу. Я Скориковой переслал, говорю, перешли Синий. Вот, Борис Афанасьевич, у вас сомнения какие-то были, по какой стезе пойти в молодости? Но Как вы на эту стезю попали, художника? Или... нет, а других вариантов как бы не было, но я на самом деле пошел самым легким путем. Я же не учился в художественном училище. Я вот, когда был ребенком, меня спорт только увлекал. Футбол, хоккей, тут просто с улицы не вылазил. И как-то мимо меня прошло. Отец не настаивал. Он один раз сказал: хочешь в училище пойти в художественное? Я говорю, не хочу. Вот. А потом он мне еще принес работы там студентов художественного училища. Моих ровесников и даже моложе меня. Я думаю, ничего себе, они как круто рисуют, я так не смогу, нафиг позориться. И я поступил поэтому на архитектурное отделение в Новосибирск. И там проучился совсем немного, 1,5 года, но вот самые близкие друзья у меня оттуда. Потому что в молодости, в молодости же как раз самое контактное время. Я в очень хорошую компанию попал, сейчас из них большинство
ведущие архитекторы, художники Мгм. выставляются во многих городах. Даже раньше Европы, теперь в Советском Союзе, в России. Ну вот, и после этого я решил в Москву ехать. И через 1,5 года бросил там все, никому не сказал, ни родителям, ничего. Уехал в Москву и там поступил в МарХи все равно. Потому что вначале я хотел в Строгановку, как Валерьян. Вот, принес свои работы на просмотр. И даже просмотр прошел нормально. Назначили время, ну, было назначено время экзаменов. И тут ко мне приехали новосибирские мои друзья меня поддержать, а вместо поддержки получился конфуз, что я просто загулял с ними, пропустил время экзамена и все, собственно, со Строгановкой. Но я параллельно, значит, тогда в МарХи тоже. Ну и там поступил, там закончил, но архитектором не работал никогда. Но, тем не менее, я не жалею, потому что на самом деле очень хорошее образование архитектурное. Это дает такое вот пространственное видение и неформальный подход. Очень хорошие у нас преподаватели были на кафедре живописи и рисунка. Я об этом говорю, у меня на сайте есть музея, о том, что там они меня привлекли к выставкам тогдашним андеграундных художников тогдашних, Московский комитет художников и графиков. Вот. Тогда же я женился на девушке из Новосибирска, потом уехал в Новосибирск. Ну, в общем, вот так вот я, собственно, я говорю, вернулся сюда совершенно случайно, потому что Наташу встретил. Мы к тому времени развелись уже с женой. Прожили 23 года вместе. У меня сейчас там 2 внуков, сын живет. Он в очень хороших отношениях с Наташей, кстати. Машины нам гоняет. Вот. 2 машины уже пригнал из Новосибирска. Так что в этом отношении грех жаловаться. Ну, это вот одна из первых работ, ее не будем вытаскивать, она «Прогулка» называется. Ну, как бы веселая толпа. Может быть, это спровоцировано Босхом в чем-то. Веселая толпа выходит из некоего города, ведомая слепцами. То есть они как бы все идут веселятся. Но давай отодвинем. И они не знают, большинство из них не знают, что ведут их слепцы. Они и сами-то, собственно, фактически незрячие, поэтому у них лица так, просто мазками. И вот он там выходит в дивный лес. Лес кажется дивным. Они все весело идут за ним с песнями и плясками. А в результате попадают... Это уже как бы сумрак. Попадают в сумрак, и далеко не каждый доходит до конца своего пути. И они приходят к уже полуразрушенному замку. Ну, то есть это как бы тоже метафора жизни, которая начинается весело, в больших компаниях, а так люди умирают в одиночку. Поэтому, соответственно, и толпа поредела значительно. Ну, это вот Ванины фотографии. Просто мне понравилось, что одну фотографию он сделал на Зеленом лугу, да, если ее перевернуть, здесь как бы, ну, плохо видно, наверное, из-за того, что лампы. Вот он снял в момент, когда тучи нашли, да? А если перевернешь, то такое ощущение, что это солнце, наоборот, входящее, восходящее над тучами. Ну и 3-я фотография, где солнце уже сияет без всяких туч. Это работа в процессе еще. Вот, а это остров Святого Иоанна называется. Ну, такой эксперимент тоже вот, на тему библейскую смерти Иоанна Крестителя. То есть он как бы голова на блюде, кровь его стекает в океан, а в океане такой атолл в виде Ирода, который, собственно, и отправил его на смерть. С одной стороны, это нимб, с другой стороны, это такой атолл.
Ну, крест. Ну, там, в общем, всякие значения, они потом расшифровываются каждым по-своему. И не обязательно так, как я сказал. Этот натюрморт я сделал в подарок Юрию Алексеевичу Мочанову. Но после его смерти я его забрал. Больше он никому не нужен, зачем буду оставлять. На юбилей Мочанова подарил ему. «Комета Галлея» называется. Но на самом деле это же очень индивидуально. У каждого художника по-своему. А у меня, если взять стихи Ахматовой про стихи, примерно так и получается, что когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. Вот. Иной раз даже тень на стене может дать какой-то толчок. У меня есть работа «Сумрачный лес». Она уже выставлялась, где-то там стоит, по-моему. Она возникла из-за того, что я вышел на лоджию попить кофе и вижу на здании худфонда просто тени играют на стене. Такие живописные. Я их зарисовал, даже не сфотографировал, по-моему. Зарисовал, а потом сделал работу. То же самое, как серия вот эта «След дождя». Это тоже на самом деле следы дождя на стене. Или, может быть, чья-то фраза даже, которая мне понравилась. Или я отталкиваюсь, скажем, со мной учился такой в Москве Татан Кузимбаев. Он сейчас ведущий архитектор Москвы. Причем именно в деревянной архитектуре он уже в разряде легенд, но ему 70 лет уже исполнилось, он был старше нас. При этом самое интересное, что он приехал из какого-то достаточно не из Алматы, там не откуда, а из какого-то глухого места. Папа у него был председателем колхоза. Никакие деревья там не росли, это была степь полупустынная. Кроме саксаула, наверное, ничего не было, верблюжьи колючки. Он делал саманные дома, когда был школьником, помогал отцу. Тоже саманные кирпичи, солома, глина. А стал ведущим архитектором именно в дереве. Он работает на многих олигархов там Москвы, на всех выставках участвует. Ну, то есть такой авторитетный художник, архитектор. И у него была выставка к юбилею в музее Щусева. «Горизонты событий» называлась, по-моему. И там он выставил свою графику. И она меня тоже совершенно не похожа на него, но тем не менее она вдохновила меня на какую-то серию работ. То есть по-разному бывает. То, что вот сейчас в Москве, вон, возьми-ка там фотографию, сверху лежит. Вот, это вот, покажи-ка мне, та ли это фотография. А, ну да, это вот здесь висела. Раньше на стене, сейчас она в Москве в ГЭС-2 выставляется. Серия работа называется «Холод». Там маска холода. И сама, а эта фигура получилась из-за чего? Из-за того, что я шел сюда в мастерскую, а недалеко за крыльцом валялся смятый баннер. Это вот сосед наш делал одно время рекламные баннеры. Сейчас он этим уже не занимается. Ну и какой-то старый баннер они свернули, бросили, и вместо того, чтобы донести до мусорки, бросили прямо у крыльца. Ну, его работники, видимо. Их припорошило снегом, и вот получилась вот такая фигура, как будто бы замерзший человек. Я ее принес, всячески обклеил, все, сделал фактуру, ну и получилась как бы работа на тему «Холод». То есть, собственно, до этого у меня была уже маска холода, я их объединил, и получилась вот такая композиция под названием «Холод». Палец не мешает? Могу. Я потом отдельно сниму. Угу. Вас сниму. Ну вот, это тоже послужило каким-то вот вдохновением. То есть это можно назвать вдохновением. То есть всякие разные события могут повлиять на тебя. Иногда бывает так, что просто
ничего не делаешь, только думаешь. А эти раздумья, они тоже не бесплодны. Рано или поздно они выливаются во что-то. Так что вот так вот. А как У долго других над работой работаете? Но самое меньшее – это часа полтора. Самое большее, там я возвращаюсь, через месяц могу вернуться. То есть нет такого, чтобы сел и закончил. У меня обычно 2-3 работы параллельно идут. Вот, и поэтому трудно сказать, сколько времени уходит. Достаточно. Не так уж много и получилось на выходе. А вот то, что за полтора часа, это вот тоже был ролик в YouTube несколько лет назад. Первомай в Тикси. И там страшная вьюга, и один единственный человек скользит вдоль берега с красным флагом в маске, потому что это времена ковида. Никого рядом нет, и вот он идет, ну кто-то его снимает, еще там есть. Его сбивает ветер, он катится, потом встает, но все равно упорно идет с этим флагом. Вот, у меня такая Тикси ковид Первомай есть работа. Я ее специально сделал достаточно большой, вот с такой маленькой фигуркой. Ну, чтобы там как бы пространство севера было видно. Вот она тоже там где-то наверху. Так что по-разному. Ну, многие художники отталкиваются от природы, ездят на пленэры. Вот, но мне как-то это вот я не особо люблю. Я было время, когда с отцом ездил, но это было немного. И то мы, как правило, если ехали, там, например, я же какое-то время жил в Нерюнгри, и мы как-то залезли на крышу моей 9-этажки. Мы сами жили на 2-м этаже, а с 9-этажки открывалась такая панорама тоже, как папа любит. Я встал, развернул мольберт в совершенно другую сторону, рисовать город, ну, писать город. Папа писал горы, а я писал город. Потом эту работу я Леше Евстафьеву подарил, покойному. За то, что он мне тоже подарил 2 свои работы акварельные, хорошие очень. Тоже очень хороший художник был, вот, Алексей Евстафьев. Недооцененный, может быть. Ну, такие Вот. светлые работы. Да, на самом деле он отталкивался от своего детства, от своих этих. Да. Ну, так же, как Андрюша Чикачев. Он же мужчина достаточно мрачный, а работы у него все такие всегда с юмором, всегда с какими-то гиперболами, там, если рыба, то рыба там у него, но А это, кстати, весело. бывает часто противоположности, да? Характер один, а работа совсем другая. Да. Ну, это так же, как называется, Компенсация, что ли? как грустный клоун. Вот, например, клоун на арене – это одно, а в жизни он может быть очень мрачным человеком. Это же такой известный, характер людской. Ну вот сейчас вот как раз наша выставка в Новосибирске, коллективная. И говорят, я должен был поехать, но я не мог, потому что тут по семейным обстоятельствам. Ольга съездила с Корикова, говорит, что с большим успехом. Все прошло, и вот мои друзья пишут по этому поводу. Выставка очень понравилась, хороший у вас коллектив. Весили там на отдельной стене 3 работы. Вот. 3 мои работы на Новосибирской выставке. Это одна слева называется, ну, тоже шаман на ней.
ты заметил, да, что есть такие вот работы именно на библейские темы. Но начать с того, что я в Нерюнгри когда жил, ну, Нерюнгри не назовешь Якутией, правильно? Ну, по менталитету. Как раз там строился первый храм православный в честь Казанской Божией Матери. И я там его полностью оформлял. Иконостас, все. Потом они, правда, на Софринские заменили, но начинали при епископе Германе, он благословил. Все это я делал. Там деисусный чин, главные иконы и запрестольную икону большую, не икону, Вознесения Христа. Но это чисто вот хорошо платили. Не было у меня такого ощущения, что я как-то вот воцерковлен. Вот. А отец Виктор очень славный был человек. Он сам бывший советский инженер, потом, значит, прошедший школу семинарии, крестившийся, естественно, все. Он мне сказал, говорит, ну, нехорошо не крещенному работать. И вот тогда мы покрестились. Я, моя первая жена, сын мой. Тогда же еще там фактически барачного вида церковь была. Но не было церкви, только строилась. А церковь располагалась в старом городе, в таком вот, ну, фактически бараке, только на нем крест висел. И все. Но это здание совершенно не имеет значения. Важен дух. И я вот тогда как раз вот какое-то время, пока работал в церкви, я вот приобщался, читал. Очень много общался с ребятами, которые туда приехали именно воцерковленные уже. Но это как-то вот осталось. Потом это немножко отошло на задний план, но тем не менее вот это вот восприятие мира, как ты говоришь, что дуалистическое восприятие, да, оно, видимо, остается. Вот. На самом деле, действительно, это было полностью атеистическое воспитание. Школу я закончил в 1973 году. Там. Мама была учителем истории. Там. Я не знаю, как это объяснить, но на самом деле это с возрастом приходит. Вот, склонность, случается прорыв к метафизике, философии христианства. Вот ты мне задал этот вопрос в письменном виде, а я до этого не задумывался, но на самом деле, видимо, это с годами происходит. То есть, скажем, еще 20-30 лет назад, там 30, не 20 лет, 30 назад, это могло быть только вот ну, таким формальным поводом, чтобы в чем-то может выделиться или чисто даже для заработка, не задумываясь. А дальше вот с годами, мне сейчас уже вот 68 исполнилось, кошмар, я как-то не задумывался об этом, что мне уже 68 лет. И начинаешь думать о том, что вот, например, Наташиной маме сейчас вот 92-й год. 92-й год, она, конечно, потеряла память, с трудом ходит, но тем не менее она функционирует, людей узнает, но уже выглядит как, естественно, 92 года. Я так прикинул, что мне до этого возраста осталось примерно столько же, сколько я в Якутске прожил. С 2003 года, там, скажем, ну, 68 плюс 20 это уже 78. А, как? 68 плюс 20 это 88. То есть это миг какой-то. И вот тогда, видимо, на самом деле ты понимать начинаешь подсознательно, даже не понимать, а подсознательно к тебе приходит мысль, что вот это вот физическое разрушение, оно все равно неизбежно. Даже если ты сейчас можешь себя там чувствовать прилично, все равно я устаю гораздо раньше, ложусь спать рано. Потому что если я, например, здесь поработаю часов 5, я уже никакой прихожу, а раньше для меня 5 часов работы это ничего не значило. В христианстве есть очень хорошее определение, что такое человек, оно мне нравится очень. Человек – это храмина избрения. То есть человек вроде как храм, даже не храм, а храмина, то есть все равно ты можешь быть и не воцерковленным, но ты все равно храмина, но бренный. Что есть человек? Храмина избрения. То есть ты можешь наполнить свой храм чем-то высоким или наоборот всяким хламом закидать, но брения не избежать, то есть смерти. Очень хорошее определение. Ну, видимо, с годами вот это приходит.
Потому что даже вот эти вот 5 рисуночков, как раз, которые приводят нас к тому, что человек рано или поздно исчезнет, а мир-то вокруг останется. Кстати, у философии символ смерти — это очень продуктивная вещь. У художников тоже получается, да? Ну, не знаю, у кого как. У меня, видимо, так. Нужны ли запреты для художника? Продуктивно ли это? Думаю, что нет. Никаких запретов не нужно. Другое дело, что ты сам для себя строишь эти запреты. Ставишь какие-то, ну, если не цензурные, то, по крайней мере, нравственные запреты у тебя должны быть. Но это каждый решает индивидуально. Иногда даже в самой эпатажной работе можно найти зерно такое вполне продуктивное. А то, что молодежь уезжает, ну, это тоже их выбор. На самом деле я не считаю, что человек должен быть обязательно привязан к месту, если он его тянет куда-то. Даже из материальных соображений. Если уезжают люди, то они все равно чего-то набираются. Кто-то из них возвращается, кто-то нет. У меня уже никакого желания уезжать нет, ни желания, ни возможности, потому что в силу возраста я уже и так 30 лет прожил, можно сказать, вне пределов республики. Меня это вполне устраивало, не было никакого дискомфорта нигде. Но теперь у меня какой-то вот такой духовный баланс появился. Не столько духовный даже, сколько такой уютно-семейный. Потому что мы с женой очень понимаем друг друга. Мой сын единственный очень хорошо относится и к моей жене, и меня любит. То есть какая-то вот такая вещь. Внук очень ко мне привязан. Единственная старшая внучка, она от другой супруги моего сына. Мы как-то с ней контакт потеряли. А так, в целом, я не чувствую, что сейчас я могу куда-то уехать. Да и поздно уже куда-то уезжать. Это надо было раньше делать. Вот как моя сестра в Петербурге живет сейчас. Она скоро будет самым известным художником из Якутии. Анна Осипова. Вот, у нее там выставка за выставкой идет. И она просто звезда Питера. Но девочка самостоятельная очень была всегда. Всегда опиралась на свои силы. Рукастость у нее от папы. Вот, кстати, говорят, Афанасий Осипов был очень работоспособный. Ой. Это вам передал всем, да? Нет, мне нет. Ну, у меня с плесками это идет. Я, может, просто запоем могу работать, особенно, ну, вот, когда я эту мастерскую, я говорю, получил в 15, я отсюда не выходил. Я рано утром сюда убегал, там ехал на строительный рынок, привозил материалы, работал, параллельно что-то писал, что-то колотил, и это длилось месяцами там, скажем. Потом какой-то раз и спад. А у папы же всегда была работа. Работа, у него спад не происходил. Он мог там постоять на голове или посидеть в какой-нибудь позе лотоса и снова приступить к работе. Вот. Я думаю, вот Анечке больше досталось. Вот. Потому что это же тоже все из детства. Я был достаточно избалован. Вот в детстве, я так сейчас вспоминаю свое детство, на самом деле, как говорят, счастливое детство, да, но минимум труда как такового. Развлечения, спорт, ну, работа по дому, естественно, там не был таким уж белоручкой, там помогал всегда, но чтобы такого тяжкого труда, как, скажем, у отца, явно, в силу вот его даже времени рождения, жизни, когда вот он жил в доме с земляными полами или утром просыпался, у него волосы примерзали к палатям, когда они там в Иргитском наследии жили. Ну, то есть это была такая борьба за жизнь все равно. И они с детства, он с 5 лет уже отцу помогал, с 5 лет. Отец был столяр, очень хороший, делал все, вот эти вот шкафы якутские, такие столы, кашовки, бочки. И отец строгал с 5-летнего возраста планки для бочонков. То есть он его в 5 лет уже поставил, и тут взял рубанок. И сколько себя помню, вот он работал очень красиво. То есть он нравился мне даже не столько, когда писал, а сколько вот он что-то делал. Вот он что-то делал, и это получалось, как будто вот песню поет. Вот он что-то строгает, или он пилит, или он косит.
Косить он вообще обожал, он всегда косил. При первой же возможности он... И вот он так красиво, такие движения. То есть вот у него же есть работа, косцы там у него, стоят ребята. Вот он такой же был, он платок повяжет вокруг головы и просто, значит... Я уже не раз вспоминал эту историю. И она, по-моему, есть у Баркова там записана, а может и нет. Когда у него была первая выставка, может, она уже и не первая была, но большая выставка в Петербурге, в Ленинграде тогда. Я же в Москве учился, он с моим другом на эту выставку. Большая выставка была его персональная, там его друзья питерские, потом уже повезли нас, у них там машина была тогда уже. Загрузили машину всяким снедью, спиртным, всем. Кое-как поместились и поехали, значит, ну, это вот классика жанра «Царское село», Павловск, по-моему, в Петергоф заезжали. Но все время с таким вот, они-то местные, им это уже мало интересно. Они привезут там, по парку погуляем, ну ладно, поехали. А потому что у них какое-то заветное место было. Под Павловском там роскошные луга. Луга, леса, и вот на окраине мы разбили, значит, сделали маевочку. А внизу, значит, ну, примерно вот на таком расстоянии, как отсюда до дороги, до Юнского. Тогда ж колхозы были еще. Косцы косили, значит, сено для колхоза. Там снопы ставили эти, стога. И вот папа увидел... Вы подождите, я скоро приду. Скоро приду, это на полдня. Он, значит, спустился к ним туда, переговорил со старшим. Тот сперва не понял, потом отдал ему косу. Папа ее там направил. А у нас бинокль был, откуда-то не помню. Я бинокль навожу, и вот он в этот ряд встает и пошел, значит, до опушки леса косить. Всех обогнал, молодых ребят там, которые были. Вернулся. Потом еще ставил вот эти стажки. Уже солнце заходит. Мы уже наелись, напились, а он все еще там. Ему вот это вот неинтересно было. Ему вот, если косить, для него это как отдых было. Ну, в общем, к труду он не то чтобы относился, он не относился, он трудом жил. А у меня этого нет, конечно, потому что мне фактически на блюдечке доставалось. Там, если что-то мастерили, то мастерил мне папа, там, скажем, оружие для детских игр, там роскошные автоматы. Не сам я делал, даже как наши ребята там сколотят какую-нибудь грубятину. У меня автомат так автомат, значит, настоящий, из папиных рук. Но это очень нравилось. Но, с другой стороны, это же не прививало ничего такого, чтобы ты потом в дальнейшем тебе могло пригодиться. А Анька, она с детства как-то, отец уже был в возрасте, очень много ездил, ему было не до семьи, мама у нее умерла, а она все время работала по дому, поднимала младших, Таниных детей, Колю и Машу. И в то же время ездила с ним на этюды, ездила с ним в горы. И вот она, когда уехала в Красноярск, она всю мебель в квартире сделала себе сама. Потом она из Красноярска своими силами уехала в Петербург. Там, значит, сейчас она у нее, правда, ни своей мастерской нет, но мне кто-то отдал свою мастерскую, и она купила квартиру однокомнатную. Я уверен, что она сама там все тоже мебель сделает. То есть она, что называется, с опорой на собственные силы живет. И вот это вот, когда ты чего-то в детстве недополучаешь, а должен добиваться сам, а не то, что тебе получи. Это в дальнейшей жизни очень пригождается, конечно. Вот, поэтому такой работоспособности, как у отца, конечно. Сейчас столько художников, я их по именам-то запомнить не могу, членов Союза молодежи. Причем очень много девушек именно, креативных, которые участвуют во всех конкурсах, выставках. То есть по сравнению с тем, что было в наше время с молодежью, когда все шло по регламенту, теперь возможностей гораздо больше, и аутентичность их, наоборот, возрастает. Вот. Очень многие же прежде всего опираются именно на национальную культуру при своей работе.
И это не плохо, не хорошо, это должно быть просто художественно. Если ты на самом деле органично вырос на своей культуре, у тебя это органично, не то, что ты там где-то вытягиваешь, что-то придумываешь, стараешься, ну вот знаешь, как это самовар, матрешка, кокошник, условно говоря, у русских. Или если у нас, то там тоже вот какое-то украшение, какие-то чисто поверхностные дела, вот, узоры, то это не то. А если у тебя это органично происходит в любом виде искусства, вот, например, та же Йен-Сур, я забыл, как ее зовут на самом деле, девочка, она мне очень нравится, хотя у нее совершенно, казалось бы, вот она из бумажных чеков размачивает, делает из них массу, ну, типа папье-маше, и делает свои какие-то там инсталляции, композиции. И вроде бы это ни на что не похоже, но в то же время это глубоко укоренено, мне кажется. Ну, до этого была Надя Федулова, которая делала очень хорошие, она и сейчас, по-моему, сейчас она меньше работает, ну, вот эти вот волосяные гобелены. Вот это у нее очень органично получалось. И недаром во многие заходишь, там присутственные места, там Надины гобелены. Так что все будет развиваться, мне кажется. Ну, насчет деградации я не знаю. Соблазнов много. Но если брать в своей массе, это одно, а если брать лучших представителей, никакой деградации нет, мне кажется. А то, что там вот происходит на улице иной раз, так это во все времена было. Наоборот, нужно вот иметь баланс такой, чтобы не было вот этого жесткого национализма, когда ты считаешь, что вот раз ты саха, значит, ты уже пуп земли. И в то же время, если ты на самом деле саха, то есть ты впитал свою культуру прежде всего, тогда ты уже становишься настоящим саха. И в этом отношении, конечно, я маргинал. Но я могу со стороны даже сказать, что вот если ты просто кичишься тем, что ты саха, и там можешь выйти с какими-то там лозунгами нелепыми, это рано или поздно все равно обернется против тебя же. Потому что это приводит к деградации. А если ты вот впитываешь культуру не только свою, вот мы даже вот в Ютубе видим иногда прорывы якутских вот всяких вот, ну вот, например, варганистов или вот якутской культуры, якутского языка на международной арене. Вот Наташин институт в этом отношении. Сейчас, конечно, меньше международных связей, но была американка, которая по-якутски говорила, как на родном языке. Есть венгр Чоба Мессереш. Знаешь, да, такого? Чаба Мессереш. Красавец такой, да? Высокий красавец, который по-якутски говорит не просто чисто, он еще говорит с такими оборотами. Они с отцом ездили в Париж. Ну, не только отец с ним, но там целая делегация была в Париже, я не помню, что-то по поводу фонда ЮНЕСКО. И там вот Чаба их сопровождал. И у него такие обороты были, то есть те, которые уже сейчас в якутском языке не применяются, но он их применяет, вот, знаешь, когда ты не вставляешь ни единого русского слова, а говоришь вот со старыми якутскими оборотами. И папа просто восхищался. Откуда этот парень вот это все знает? Видео было, он мне показывал. Вот это настоящая культура на самом деле. То есть когда ты свою культуру можешь привнести куда-то вовне, и ее воспримут люди, или вот даже вот это. Недавно мне супруга прислала, это уже наследница Кулаковского в Сербию устроила, по-моему. Как я их преобразовал немножко. Вот и решил сделать в Сирии тоже работу. На тему, что будет с миром, когда не будет людей. Или что было с миром, когда не было людей. То есть людей тут принципиально не будет. Следов их пребывания тоже. Так-то у меня не веселый взгляд. Далеко не веселый.
так вот делаю там объемы. То мне надо вот выцарапать